Особую популярность дистанционная продажа получила еще в пандемийное время, когда многие покупатели не могли лично посетить магазины и заказывали товары в сети интернет. Традиция еще сохранилась, как говорят покупатели, так намного и удобнее, и дешевле. Но так ли это на самом деле? Не всегда товар соответствует нашим ожиданиям. Легкая доступность, экономия времени и огромный выбор товаров. Сегмент дистанционного рынка не меняется со временем и обстоятельствами. Только с начала 2023 года онлайн-покупки в России выросли на 10% по сравнению с прошлым годом. Дистанционные покупки стали неотъемлемой частью нашей жизни. Довольно часто покупаю на разных. Две площадки, понятно, Алиэкспресс, Валберес, две площадки, где я на Озоне заказывал. Я не помню, чтобы я был чем-то разочарован и сказал, что какой кошмар. Говорят, что, например, с Китая какие-то бывают низкого качества. Я не сталкивался. Вам нравится больше ходить, вот как женщина, ходить по магазину, выбирать, лицезреть, или больше нравится вот через интернет? На самом деле, да, я не любитель посещать магазины, я наоборот любитель экономить время. И в этом плане интернет-магазины меня спасают. Раньше жила в другом регионе, и там доставки было больше. Там даже продукты доставляли, здесь этого меньше. Но если вдруг появляется такая возможность, я просто не упускаю. Заказывают покупатели товары самого разного характера. Бытовая химия, косметика, одежда, электроника и продукты питания. И неважно, в каком городе и даже в какой стране находится реализатор. Особой популярностью сегодня пользуются супермаркеты, которые доставляют продукты питания прямо к двери покупателя. И здесь узнать о качестве можно только при получении. По закону претензии по возврату принимаются только в пределах срока годности продукта. С одеждой все, конечно, немного сложнее. Дистанционная торговля – это торговля товарами по договору розничной торговли посредством того, как потребитель может ознакомиться с этим товаром посредством буклетов, фотоматериалов в сети интернет. А при получении он уже может его, как говорится, пощупать, уже получить этот товар. Данная торговля, она регулируется нормами гражданского права, федеральным законом о защите прав потребителей и также правилами продажи, утвержденный постановлением правительства Российской Федерации. Есть категория товаров, которые нельзя реализовывать через дистанционный рынок. Это пиротехника, оружие, скоропортящиеся продукты, некоторые категории лекарств. Продавать биологически активные добавки, тонизирующие напитки и витамины не запрещено законом. В 2021 году в России вступили новые правила онлайн-продаж, которые будут действовать до 2027 года. К примеру, если на сайте товар стоит определенной суммы, если после оформления заказа изменился ценник, то покупатель имеет полное право обратиться в органы и потребовать разобраться в ситуации. Если потребитель заказал товар в сети интернет, то продавец, который реализует ему этот товар, он должен предоставить ему всю информацию о данном товаре. То есть потребитель должен ознакомиться с этим товаром. Также продавец должен полностью идентифицировать свои данные, кто он. Чтобы в дальнейшем, если у потребителя будут какие-то претензионные требования к продавцу, чтобы потребителю было легче предъявить эти требования, так как если они будут, то потребитель просто направит ему эти требования и будет с кого спросить. С недобросовестными реализаторами товаров сталкиваются и жители нашей республики. Рассматривают обращения от граждан правоохранительные органы. Чаще всего это невыполнение обязательств. К примеру, товар оплачен, а предприниматель обманул клиента, не отправил заказ или просто заблокировал пользователя. Сотрудники Роспотребнадзора просят особое внимание при покупке уделять отзывам и реальным фотографиям других покупателей. Я бы еще отметил, чтобы потребители, они все-таки были более информированы. При приобретении товаров в дистанционном порядке обращали внимание на данные лица, которые реализуют эти товары, а также на отзывы, которые имеются в сети интернет. Если мы видим, что у продавца, который реализует товары в сети интернет, есть вся необходимая информация о нем, также есть много положительных отзывов, то это уже дает основание полагать, что данный продавец, он является добросовестным и у него можно приобретать эти товары.
Законы всегда на стороне потребителей и простых, честных граждан. Нарушаются права не только покупателей, но и тех, кто реализует. Каждый из них может обратиться в управление Роспотребнадзора и правоохранительные органы. Ответственные службы дадут точный ответ в сложившейся ситуации. Лина Цичоева, Рамзан Зурабов, Новости 24.